Это новости на Якутии-24, в студии Валерия Наумова. Коротко о главном к этому часу. Глава Якутии работает в горном районе. Он встретился с огнеборцами и ознакомился с текущей ситуацией. Насколько сложно жителям Нерюнгринского района попасть на прием к офтальмологу? В Якутске состоялась встреча талантливого художника Семена Луканси с почитателями его творчества. Глава Якутии Айсен Николаев работает в горном районе. Он встретился с людьми, задействованными на тушении пожара, и ознакомился с текущей ситуацией. Так, по официальным данным, обстановка в районе остается напряженной. На сегодняшний день огонь находится в нескольких километрах от населенного пункта. Горный район у нас сегодня наиболее горимый район нашей республики. Здесь мы тушим сейчас 11 пожаров. Есть несколько пожаров еще в зоне контроля, которыми мы тоже должны будем в ближайшие дни заняться. Хочу сказать, что в результате очень такой хорошо организованная работа по тушению пожаров и федеральных сил, республиканских, местного населения, добровольцев, которые сюда приехали из Якутска, удалось решить задачи первого этапа, то есть огонь сегодня ни одному населенному пункту горного района прямой явной угрозы не представляет, ни один пожар. Вместе с тем сейчас уже мы переходим ко второму этапу, это мы должны начинать уже локализацию этих пожаров, потому что, конечно же, вот эти пожары, они достаточно большие. Пожар, который около Магарас, это 2 пожара, 5 и 21 номера. Они практически, общая их площадь 50 тысяч гектаров. Это та территория, которой огонь прошел за месяц. Сегодня, конечно же, площадь активного горения гораздо меньше, но вместе с тем мы видим, что этот пожар имеет возможности, если его не локализовать, уйти в сторону Бердигестях. Конечно, мы этого не должны допустить. Поэтому сюда привлечена, наверное, самая большая наша группировка. Сотня работников авиалесохраны, Якутлесресурса, МЧС, местное население. Здесь за эти дни поработало именно на этом пожаре 168 добровольцев. За прошедшие сутки в Якутии ликвидировали 16 пожаров общей площадью 158 тысяч гектаров. В общей сложности локализовано более 20 пожаров на площади 140 тысяч гектаров. По словам специалистов, также наблюдается позитивная динамика в тушении очагов на территории природного парка Ленские столбы. Свою работу на территории региона продолжает и самолет-зондировщик Ан-26. Сегодня он также будет работать в Мирнинском и Сунтарском районах. Вчера очень удачно отработал по 3 районам. Везде, где он работал, была ресурсная облачность, пошли дожди, и это не может не радовать. Работа продолжается, работа организована практически круглосуточно, руки никто не отпускает. При этом хочу сказать, ситуация действительно сложная, она вызвана тем, что аномальная жара очень долго здесь, большой дефицит осадков, но вместе с тем удар держим. Надеюсь, что в ближайшее время будет поспокойнее. Евгений Григорьев провел объезд объектов, на которых идут подготовительные работы к отопительному сезону. Глава Якутска посетил котельную микрорайона «Птицефабрика» и многоквартирный дом по улице Воинская. Подробнее в следующем материале. Первым объектом, который посетил глава города, стала котельная микрорайона «Птицефабрика», где в рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону идет монтаж нового трубопровода, водоснабжения и отопления. Следующим этапом подготовки на этом объекте станет строительство новой котельной. На сегодняшний момент у нас заканчивается разработка проектно-сметной документации, и в ближайшее время мы приступим уже к закладке свайного фундамента для этой котельной. Мы планируем, что к 1 ноября микрорайон «Птицефабрика» будет работать на новой современной котельной. Также Евгений Григорьев ознакомился с подготовительными работами в многоквартирном доме по улице Воинская, в котором управляющей компанией проводится промывка систем отопления. По итогам объезда данных объектов глава города отметил, что замечаний нет и все работы идут согласно графику. У нас все ресурсоснабжающие организации согласно поставленным графикам должны подготовить котельные свои, источники теплоснабжения, магистральные сети. По управляющим компаниями товарищам собственников жилья это промывка систем отопления как собственники. Ну и все это вместе в комплексе должно дать готовность, паспорт готовности города к отопительному сезону.
Всего на территории городского округа город Якутск действует 17 теплоснабжающих организаций, в том числе 79 котельных. На сегодняшний день план по подготовке Якутска к отопительному сезону выполнен на 33%. Власий Сергеев, Григорий Охлопков, Якутск. Теперь к эпидобстановке. За минувшие сутки на территории республики зарегистрировали 99 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 53 случая приходятся на Якутск. 6 заболевших обнаружили в Мирнинском районе, 5 в Нерюнгринском. По 4 случая выявили в Алданском, Булунском, Усть-Алданском районах. Еще в 15 районах от 1 до 3 случаев заражений. За сутки лаборатории республики провели 2470 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 235 387 тестов. Сегодня после обеда городские поликлиники получат вакцину «Спутник», в связи с чем мы призывали вас в течение 2 последних недель записываться на «Спутник». Соответственно, те, кто был по записи, могут в нашей поликлинике при наличии вызова посетить для того, чтобы получить как «Спутник», так и «Эпивак-Корону», которые являются равнозначными безопасными вакцинами, которые применяются на территории Российской Федерации. В Нерюнгринском районе главной проблемой, стоящей на пути к кардинальной реорганизации медицинских учреждений, остается кадровый вопрос. Укомплектование поликлиник и стационаров специалистами, в том числе и узкими. Сегодня наши коллеги выяснили, насколько сложно местным жителям попасть на прием к офтальмологу. Сегодня на весь Нерюнгринский район 1 офтальмолог. В понедельник и среду врач принимает в городе, во вторник в детской поликлинике, пятница – день иногородних. Кроме того, этот же офтальмолог обслуживает военкомат и поселки. Сегодня район нуждается как минимум в 3 таких врачах-специалистах. У нас проблема. Единственное, участника можно записаться и пройти, а вот в поликлинике нет. Там нужно записаться неизвестно, как это сложно. Ну а вот пенсионерам, не работающим, как это 1000 только за прием? Понимаете, только за прием. Это сложно. Я иду платно. К частному хожу. Я уже пенсионер, мне в больницу сейчас некогда ходить. К частному. Почему? Потому что к бесплатному не попасть. В район приезжают работать новые доктора, но, к сожалению, столько же уезжают. В других регионах для них создаются лучшие стимулы, связанные с более благоприятным климатом и общим качеством жизни. Стратегия развития здравоохранения в Нерюнгринском районе успешно работает, улучшается материально-техническая база учреждений, а нехватка врачей во многом снижает эффект от этой грандиозной работы, замедляя полный апгрейд системы здравоохранения. Проблема нехватки кадров, безусловно, есть. Но, тем не менее, есть пути решения, которые сейчас совместно с Нерюнгринским районом отрабатываются. Я могу конкретно сказать по Якутской республиканской офтальмологической больнице. Благодаря поддержке Нерюнгринской районной администрации была выделена 4-комнатная квартира, в которую мы сейчас направляем наших специалистов командированных. Они там проживают, то есть они не ищут жилье здесь, не снимают гостиницу. Соответственно, эти средства мы направляем на развитие системы здравоохранения. И вот, допустим, мы закупаем сейчас новую цифровую фундус-камеру, которая позволит делать снимки глазного дна и направлять их посредством телемедицинских консультаций в Якутск. Уже в августе камеру должны запустить в работу в пилотном режиме. Врач оперативно в режиме онлайн сможет принимать решения по поводу заболевания и предстоящего лечения. И благодаря мобильной специализированной бригаде офтальмохирургов нерюнгринцы смогут делать операции по месту жительства, не выезжая в другие города. Такую медицинскую помощь ждут десятки взрослых и маленьких пациентов. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Геологи Вилюйской экспедиции на пути открытия новых месторождений алмазов. Специалисты выделили несколько перспективных участков. Так, в Малоботу-Обинском алмазном районе, который находится вблизи Мирного, их несколько. В зимнее время там работали буровики, а сейчас специалисты детально изучают керн. После описания пробы отправят в Центральную аналитическую лабораторию для дальнейшего изучения на содержание спутников алмазов. Сейчас на участке ведется комплекс геофизических работ, наземная магнитная съемка и электротомография. В этом году специалисты экспедиции впервые собственными силами проводят магнитную съемку с использованием беспилотного летательного аппарата. Результаты летних полевых работ позволят выделить аномалии, где высока вероятность обнаружения кимберлитовых тел.
Перспективных участков много. Сейчас у нас как бы ориентация, направление работы определяется таким образом, что выделяется перспективный участок и упор делается на геофизические методы. И сначала идет геофизика, и затем уже идет тяжелая работа с бурением скважин. Напомним, сегодня геологи Вилюйской экспедиции ведут поисковые работы на территории Западной Якутии, Таймыра и Архангельской области. Специалисты не исключают, что в нескольких точках откроют новые месторождения, а это значит, будут новые рабочие места. А в Якутске 22 июля пройдет фестиваль молодежной занятости «Работа Фест». Офис «Моя работа» совместно с окружной администрацией города Якутска приглашает молодежь в возрасте от 16 до 35 лет принять участие в фестивале, который пройдет в онлайн-режиме на платформе Zoom. На мероприятии будет ярмарка вакансий по разным направлениям, онлайн-вебинары от приглашенных гостей, мастер-классы от ведущих предпринимателей Якутии. Самым главным мероприятием завтрашнего фестиваля является ярмарка вакансий. Она у нас состоится с 14 часов, будет работать по 6 направлениям. Это общественное питание, торговля и туризм, административный персонал, строительство, промышленность и транспорт, а также образование. Всех желающих принять участие молодежь мы принимаем на сегодняшний день резюме на электронную почту workfest2021@mail.ru. Сегодня в Якутске талантливый художник Семен Луканси встретился с почитателями своего творчества. Он рассказал о детстве, об источниках вдохновения, отметил большие работы, которые написал в последнее время. Семен – уроженец Амгинского улуса, живет в Москве. Член Союза художников России, стажер при Российской академии художеств, выпускник художественного института имени Сурикова. Его творчество раскрывает национальную особенность народа Саха, его историю, культуру и быт. Также Семен запечатлевает в полотно актуальные события. Одна из таких работ – это картина «Сила Сибири», повествующая о крупном инфраструктурном проекте. Картина направлена на укрепление отношений между Россией и Китаем. Работа победила во всероссийском конкурсе профессиональных художников с призовым фондом более 10 миллионов рублей. Еще одна большая работа Семена – это обряд одевания якутской невесты. Последняя большая картина, которую я буквально весной закончил, это обряд одевания якутской невесты. Довольно большая крупная работа, над которым занимался где-то примерно год, почти год с лишним. Сейчас еще в планах есть большие, тоже крупные проекты. Осенью по приезду в Москву буду уже начинать делать. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.